3 марта – Всемирный день дикой природы. По-моему, отличный повод провести день вместе с министром экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Сахамином Афанасьевым. Уважаемые коллеги, проведем планерку по итогам 2 месяцев. Министерство экологии – организация полувоенная. На страже лесных, водных, природных ресурсов нашей республики стоят люди в форме. Но вместе с тем это одно из самых открытых и дружелюбных министерств. Сахамин Иванович, доброе утро. Доброе утро. Как у вас часто такие планерки проходят? Планерки у нас проходят каждую неделю, где наши руководители департаментов, подведомственных учреждений отчитываются о проведенной работе, и мы обсуждаем планы на неделю. Ну и события. Я вот сейчас слышала про разлив нефтепродуктов, вы обсуждали. И сейчас мы в лабораторию поедем. А мы сейчас поедем в Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга. Это аккредитованная лаборатория, где мы проводим все лабораторные испытания и изыскания, чтобы иметь объективную картину по загрязнению того или иного объекта. Центр экологического мониторинга – это сердце Минэкологии. Без лабораторных заключений работа экологов будет парализована. А вот этот КАМАЗ в камуфляже – передвижная лаборатория на колесах. Легенда гласит, что недропользователи при виде этого КАМАЗа разбегаются по тайге в страхе и ужасе. Ирина, вот наша лаборатория, здесь проводится тоже очень серьезные испытания. Яна Семеновна, доброе утро. Доброе утро, Сахамин. Сегодня какие задачи выполняете, какие пробы у вас в работе? Сегодня у нас еще более 200 проб. Это по комплексным научным исследованиям по реке Вилюй. Пробы воды мы выдали уже результаты, они включены в отчет. Сейчас вот отрабатываем пробы почвы и донных отложений. Правительство Республики Саха-Якутия по заявке республиканского РИАЦЕМ купило это оборудование в 2017 году. Поставщики приехали в Якутск, сами смонтировали, обучили наших коллег. Это у нас центральная лаборатория, самая хорошо оснащенная лаборатория. Такого оборудования, это вот у нас эджелентовское оборудование, индукционно-связанной плазмой работает прибор. 3 года уже полная эксплуатация. Уже отработали. И как показал наш аппарат? Замечательно показал. Очень хорошие результаты. То есть прибор без участия человека, он сам забирает пробы в автоматическом режиме. Но при этом надо отметить, что достаточно сложная эксплуатация, но достоверность самая высокая. Мы являемся экспертной организацией, то есть наше заключение это вот как бы истина в последней инстанции. Вот по итогам лабораторных исследований наши коллеги готовят протокол, и протокол у нас является основанием для возбуждения административного производства в отношении тех или иных нарушителей. Я вот слышала мнение, что недропользователи вас побаиваются. Ну, не только меня, у нас же целая команда работает. Вот Лену Семеновну тоже уважают, любят. Это наша платформа. Благодаря РИАЦЕМу мы имеем возможность привлекать к ответственности и проводить экологические мероприятия. И у нас не было же, что наши протокола оспаривали, да? Нет, такого не было. Наши результаты, вот все судебные инспекции всегда принимают, потому что лаборатория аккредитована экспертной организацией, наши результаты оспорить фактически невозможно. Молодцы. Лена Семеновна, в этом году предстоит еще множество запусков ракетоносителя. Трасса наклонения та же, да? Да. Вилюйский район, пару запусков, и Кобяйский район. И попрошу тоже Александра прикомандировать в составе рабочей группы. Он человек опытный, да, чтобы отобрал пробы, ну и в лаборатории, чтобы мы все испытали. Я правильно поняла, вот по-простому, что эта лаборатория, это как бы главное оружие Министерства экологии, да? Ира, вы правильно подметили, это самое главное наше оружие экологов Республики Саха-Якутия. Благодаря лаборатории существует экологическая система мониторинга и экологического надзора. Без испытательной лаборатории, без РИАЦЕМ невозможно работать и доказывать свою правоту.
и проводить административное расследование в отношении нарушителей. Ира, Ленские столбы, они уникальны не только вот природным наследием. Мы же по природному наследию попали в комитет ЮНЕСКО, были номинированы. Работала очень серьезная комиссия на уровне вице-президента Республики Саха-Якутия. Эту работу возглавила Михайлова Евгения Саевна. Потом эту работу продолжил Глушко Дмитрий Евгеньевич. И они совместно с научным сообществом, с нашими экспертами провели очень большую работу, чтобы номинироваться в комитете ЮНЕСКО именно по природному наследию. Эта работа удалась, и наши коллеги прошли номинирование. Это работа серьезная и коллективная. Ленские столбы, они известны не только своими скалами. Здесь очень богатый животный мир, флора и фауна. В этом году открыли уже третий раз зимний сезон, туристический сезон. Ранее зимних сезонов не было, работали только летние сезоны. Летний сезон не позволяет довести до Ленских столбов большое количество туристов. По зимнему маршруту имеют возможность приехать и насладиться красотами Ленских столбов практически все жители республики. Сели в машину, за 3 часа доехали. Администрация национального парка пробивает автозимник. Зимника не было, зимнего маршрута и туризма вообще не было. Люди приезжали на попутных, на перекладных, терпели неудобства. Администрация парка, руководство парка это приняло на вооружение и начало, конечно, все-таки обустраивать. С администрацией Хангаласского района, с Минпредом республики проводится работа, чтобы бизнес пришел на территорию Ленских столбов и начал оказывать достойные услуги жителям, туристам, гостям республики. До 2017 года парк содержался за счет Республики Саха-Якутия. В 2018 году мы провели очень серьезную работу с правительством Российской Федерации, чтобы вопросы содержания парка, администрации, инспекторского состава были переложены на федеральный бюджет. Вот тогда было очень много противников, очень много было таких высказываний, что у нас забирают наши Ленские столбы. Совершенно верно. У нас все отбирают. Была критика, было непонимание. Люди говорили о том, что придут федералы, отберут земли, отберут Ленские столбы, придут олигархи и так далее. Но они неправильно трактовали закон о ОПТ, об особо охраняемых природных территориях. Они не подлежат отчуждению. Это речь идет о совершенствовании и усилению предохранного значения национального парка Ленские столбы, повышению уровня. С повышением уровня пришло понимание, многие жители окрестных сел, общин, которые живут и работают на реке Ботума, вступили в инспекторы национального парка Ленские столбы и охраняют. Ну вот для примера, сколько раньше выделялось из республиканского бюджета на содержание парка? Ранее мы финансировали 17 миллионов, а сейчас уровень финансирования достиг под 100 миллионов в год. И штатная численность уже более 60 человек. То есть это все местные жители, которые... Да, это местные жители, ребята, инспектора сами вот здесь сидят, и они имеют возможность уже вот рядом с домом выходить на работу. Пришло понимание о том, что федеральный бюджет все-таки оказывает большое внимание национальному парку. Финансирование увеличилось в разы увеличилось материально-техническое снабжение, и парк получил достойное место в системе национальных парков Российской Федерации. Это визитная карточка уже России. Мы сейчас находимся в инспекторском кордоне,
И у нас таких кордонов по республике Саха-Якутия очень много. Наши инспектора работают именно в таких кордонах. Это еще хороший кордон. В настоящее время наши ребята, инспектора, находятся на зимнем маршрутном учете, то есть ведут подсчет животных и птиц. Я с ребятами постоянно езжу по рейдам, по инспекциям, знаю, в каких условиях они работают, и, конечно, стараюсь их поддерживать постоянно. Вообще с вами узнаться довольно сложно. Сегодня мы убедились в этом сами. Как часто вообще у вас бывают командировки? Сколько? Командировки у нас частые. У нас 36 инспекций по республике Саха-Якутия. Мы отвечаем за все природные среды республики Саха-Якутия. Это реки, озера, тайга, животный мир. Мы работаем со всеми предопользователями, недропользователями, чтобы принимать взвешенные, правильные управленческие решения, в том числе административные решения по привлечению к ответственности. Нам надо обязательно побывать на местах. Это отдаленные лицензионные участки, будь это нефтедобыча, угледобыча, золотодобыча. Напрямую работать с недропользователем именно на местах добычи, либо предопользования, чтобы понимать масштаб, либо степень влияния либо негативное влияние на окружающую среду, либо провести какую-то превентивную работу. Поэтому командировки очень часты. Каждый месяц я буквально бываю в разъездах. Это и Арктика, и Центральная Якутия, и Южная Якутия. А вообще везде были? Всех Я побывал везде, во всех отдаленных поселениях, во всех лицензионных участках республики. Михаил Иванович, у меня дилетантский вопрос. Почему зоопарк наш относится к вашему министерству, а не к Министерству туризма? Это же туристический объект. Министерство охраны природы – это уполномоченный орган, который работает с объектами животного мира. И по инициативе Василия Гавриловича Алексеева, нашего министра, местности Ортодойду при поддержке Михаила Ефимовича Николаева был создан первый республиканский зоопарк. Целью создания зоопарка, конечно, явилась в первую очередь передержка и поддержка диких животных, которые находились в трудной ситуации. Каждый год наши инспектора приносили лосят, другие виды животных, которые находились в бедственном состоянии. Это и птицы. С тех пор коллектив зоопарка начал ухаживать за животными. Коллекция росла из года в год. Здесь у нас сплотился очень дружный коллектив, которые любят свое дело и очень чутко, внимательно относятся к животным. Потом зоопарк стал на путь развития, началась развиваться инфраструктура и стал любимым местом якутян и гостей республики. Здесь выставлена огромная коллекция животных, крупных млекопитающих, мелких, пресмыкающих есть. И за этим делом следит замечательный коллектив. А так, по роду должности мы обладаем контрольно-надзорными полномочиями. Это очень серьезное полномочие по части охраны объектов животного мира, по лесному надзору, по охране водных объектов, атмосферного воздуха. По сути, у нас военная служба, у нас есть и должностя, и иерархия в министерстве. В связи с тем, что обладаем полномочиями, мы несем очень серьезную ответственность за сохранность объектов всего природного мира Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. По особо охраняемым природным территориям, это особая визитная карточка Республики Саха-Якутия, 37% территории имеет такой статус. Это дает возможность воспроизводства животного мира, дает возможность перелетным птицам давать потомство. И это является вкладом Республики Саха-Якутия в биосферу всего мира. А есть критика о том, что в Якутии все-таки много локальных загрязнений, происшествий, аварийных происшествий. Но, тем не менее, нет ни одного субъекта Российской Федерации, который в дар будущим поколениям 37% своей территории зарезервировал под особо охраняемые природные территории. Этот момент отмечает Всемирный фонд охраны дикой природы и тоже считает Якутию донором биосферы всего мира. Наш вклад? Это наш вклад, это дар Республики Саха-Якутия во все мировое наследие.
про медведя расскажите. Республика Саха-Якутия является местом обитания белого медведя. Это преимущественно Нижнеколымские, Алайковские улусы. И был случай, когда медвежий патруль при поддержке Фонда дикой природы, наш инспектор Руслан Слепцов подобрал белого медвежонка. Колыману вот наблюдаем, она уже выросла, стала мамой, родила сына Алмаса. Вот они играются. И с тех пор зоопарк сумел наладить связи с Ленинградским зоопарком. Это наши лучшие друзья. Они нам передали Ломоносова и получили вот в условиях зоопарка уже медвежат. Харчана уже у нас живет в Ленинграде, радует. Она является любимицей Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Алмаз это уже мальчик второй. Это говорит, что в условиях зоопарка коллективом созданы все условия, чтобы белые медведи давали приплод. Это результат вот труда наших биологов, зоологов. Сахарин Иванович, ну вот белый медведь – это же символ Единой России. Вы много лет возглавляли партию в Якутске, так скажем. Шел 18-й год, и республике надо было провести цикл избирательной кампании. В первую очередь избрать главу субъекта, парламент республики, а также ряд муниципальных выборов. В тот момент были кадровые ротации в Якутском местном отделении, и было принято решение конференции возложить на меня ответственность стать секретарем Якутского регионального отделения и возглавить цикл избирательной кампании. То есть просто вам сказали надо, и вы пошли, да? Да, я пришел в переломный момент, когда надо было отвечать перед обществом, перед политиками и провести ряд организационно-политических мероприятий, повести партию общественно-политический цикл. Я с этой задачей справился. Тот год мы провели серьезные выборы, прошли испытания на прочность. С очень хорошим показателем был избран глава субъекта Николаев Василий Сергеевич. Также в парламент мы получили большинство от мандатов. И вот результаты нашей работы. Провели ряд муниципальных выборов, сформировали фракции в парламенте, в ряде районных советов, депутатских советов. Вот результаты моей работы. Я 2 года поработал на политической ниве, при этом работал министром экологии, природопользования и лесного хозяйства, без отрыва от производства. Но потом, опять же, следующая ротация, я сложил полномочия. Вы вообще человек военный? Я человек, служил в советской армии, начинал службу в советской армии, но в тот момент шли очень серьезные общественно-политические процессы. На наших глазах не стало Советского Союза. Пришел в советскую армию, а ушел в дембель из российской армии. Служил в разведвойсках Главного разведуправления Генерального штаба. Это очень серьезные войска, специальное назначение. Это элита же фактически. Ну, не элита. Тогда о существовании этих войск даже никто и не знал. Об этом не афишировалось. До последние годы с приходом демократии люди знают, что есть такие войска. А как вы туда попали? По отбору проходит специальный отбор. Это происходит в военкоматах. И по отбору меня и моих друзей, многих однополчан, направили в эти войска. Служили замечательные ребята из Якутии и со всех уголков Большого Советского Союза. У нас служило очень много ребят из Белоруссии, с Украины, с Кавказа. И вот они прямо у нас на плацу летом перед батальоном прощались и уезжали в свои уже новые республики. Мы расставались с друзьями, обнимались, провожали их. Это вот стоит перед глазами. После армии я поступил в институт, город Иркутск. Шел 93-й год. И вот те события, которые происходили в правительстве Российской Федерации, это происходило у нас тоже на глазах. Ну, это были 90-е годы, очень сложные времена. Ну вот, кстати, совершенно неочевидный выбор, потому что в 90-е годы все хотели быть юристами, экономистами, ну или там бандитами, да? А вы выбрали профессию эколога. Понятно, что вот
А сейчас это понятно, зачем это нужно, да, теперь экология у всех на слуху, но вот я думаю, что в 93-м это было совершенно не очевидно. Так точно, я согласен. В 93 году не было понимания, как быть с экологией, нужны ли кадры и так далее. Но тем не менее, Матвей Васильевич Мучин, тогда руководитель департамента по подготовке кадров, руководитель нашего министерства Егор Николаевич Чемизов, меня, молодого специалиста, который прибыл из армии, заметили и направили на обучение. Я полетел в Иркутск, сдавал экзамены и поступил в химико-металлургический факультет на кафедру обогащения полезных ископаемых, цветной металлургии. И там был одно направление, очень узкое, училось всего первый поток, 30 человек, охрана окружающей среды и рациональное предопользование. Первые экологи. Я первый выпуск Иркутского государственного политехнического университета, раньше мы его называли Иркутский политех, и мы получили первые дипломы инженеров-экологов. Было очень интересно, группа наша была очень дружной. Очень много моих однокурсников работает по всей Российской Федерации. Они являются знаменитыми, уже именитыми экологами, работают в крупнейших компаниях, работают в органах власти, возглавляют свои фирмы, опять же, по вопросам предопользования и экологии. Я, кстати, держу связь с нашим институтом. Сейчас он называется Иркутский государственный научно-исследовательский технический университет. Возглавляет Михаил Васильевич Корняков. Мы с ним обучались в одно время. Он, правда, в разных факультетах. Он наш, кстати, земляк, уроженец города Алдан. И возглавляет крупнейший технический университет Дальнего Востока. Ну и держу связь с профессорско-преподавательским составом. Очень благодарен профессору Елене Васильевне Зелинской, которая обучила на эколога. То есть, получается, вам подсказали, да, это направление? Подсказали, действительно, никто не шел обучаться на эколога. Но у меня было чутье, что экологи нужны Якутии в будущем. И я не ошибся. После окончания приехал в Якутию. К сожалению, в тот момент в министерстве шли сокращения. И кадровый отдел правительства направили в Министерство ЖКХ и энергетики. Оно только создавалось в 1998 году, где я отработал 7 лет. Потом поработал на Колыме и после этого только вернулся в родное министерство. Совершенно ручной стал. Лежаться хочет. Ай, теленок маленький. 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 Так, ну что, вот у нас тут 3 бизона, да? Да, 3 бизона. Но их больше. У нас по 200 бизонов. В республике Саха-Якутия проводится очень успешный проект по акклиматизации лесного бизона. У нас совместный проект с Канадой, с национальным парком Элк-Айленд. Они уже 4 раза нам поставили маточное поголовье. У нас успешно дает приплод усть Ботума, главный бизонарий. И оттуда уже мы начали распространять практику по выпуску в естественную среду. Второй бизонарий у нас находится на реке Тымпынай, в горном устье парке Синие. И оттуда уже начали выпускать бизонов в естественную среду. Их сколько сейчас? Порядка 200 бизонов. Они успешно размножаются, дают приплод и прижились в якутской тайге очень здорово. В первый раз же в 90-х годах, по-моему, они прилетели, да? Первый раз привезли по инициативе и поддержке Штуровича Анатольевича. Тогда министром был Григорьев Владимир Афанасьевич. С тех пор мы продолжаем этот проект. А они вас узнают? Ну, кто-то узнает, кто-то нет. В больших стадах, конечно, не узнают. Там очень много бизонов. И они очень настороженно относятся к людям, принюхиваются, подходят. А в условиях ближних
Ну, зоопарк имеется в виду, Усть-Ботома, часть бизонов узнает. Ага. Но вот эти они такие, вроде к людям привычные, теленок совсем ласковый. Да. А которые там, в Бизонарии, они Но они уже более дикие, да? полудикие, и поэтому к людям относятся очень настороженно. Это дикий вид. А кто им имена дает? Имена дают сотрудники зоопарка, либо бизонария. В основном это наши коллеги. Они смотрят нрав, характер животного и дают клички. А такого нету, вот как, чтобы на определенную иголку нужно называть или как-то нет? Тут свобода полная. В основном это смотрят по характеру, по повадкам животного и дают вот такой творческий подход. Есть имена, как депутат, сенатор, Яша, Ну, серьезные такие, значит, товарищи. Арслана, Илья, Ботур. Вот целая семья. А медведи, я помню, имя выбирали прямо, вы целую акцию объявляли. Медведям, да, была акция, чтобы привлечь общественное мнение, чтобы люди, дети приобщились и приняли участие, как назвать наших медведей. И эта акция прошла очень успешно. Люди звонили и участвовали со всех уголков даже России, республики и участвовали. Ну, будете продолжать такую практику? Конечно, обязательно. Это уже люди требуют, чтобы они тоже принимали участие. Я знаю, что некоторые предприятия берут животных в зоопарке под свою, там, под свой патронаж. Это очень хорошая практика. Рысь у нас под опекой Алмаз-Аргенбанка, а белый медведь под опекой Роснефти. Они нам помогают с кормами, ветпрепаратами. И бывает, выходят на субботники, обеспечивают зерном. Я бы еще хотел отметить коллектив Министерства экономики. Они нам тоже очень здорово помогают, выходят на субботники и обеспечивают кормами животных. А это именно коллектив или может человек какой-нибудь тоже отдельный меценат? Любой человек, любой меценат может присоединиться к этой акции, быть причастным к поддержке и к содержанию диких животных. Животные требуют очень много ухода и бережного отношения. Но мы же понимаем, что как бы мы ни хотели сохранить природу первозданной, все равно антропогенное воздействие оно будет расти. Все равно производство нам развивать нужно, без этого никуда не деться. И получается, вот одна из задач вашего министерства, ваша, это вот какой-то вот этот баланс найти, да, и сохранить его. Это все начинается с проектной документации. Любой недропользователь, предопользователь приходит к нам и декларирует свою проектную документацию. Строительство завода, допустим, либо горнодобычных работ, либо лесозаготовки. И специалисты как раз смотрят соответствие проектной документации требованиям предохранного законодательства. То есть на уровне проекта идет уже обсуждение, быть этому проекту или нет. Здесь возросла роль общественности очень высоко. Так называемые общественные слушания, которые проводятся, они обязаны привлечь внимание общественности к тем или иным проектам и получить так называемое одобрение общества. А бывает, на общественных слушаниях многие проекты рубятся и не получают путевку в жизнь. Ну вот как было с химическим заводом? Да, здесь общество показало свое мнение. И, конечно, инвестор, либо застройщик, который планировал построить какой-либо объект, уже делает для себя выводы. Это политические риски для него, репутационные потери. И он уже думает иначе и средства на проект не вкладывает. А, кстати, можно вот такой дилетантский вопрос? Когда что-то случается зимой, загрязнение меньше, чем если летом? Зимой существенный фактор имеет вот как раз температура воздуха. Она держит жидкую фазу, то есть водные объекты в замороженном виде, да, получается. И нет быстрого динамичного разлива загрязняющих веществ по реке. То есть идет загрязнение конкретной локальной местности. И наши экологи работают с нарушителем, чтобы вот загрязненную территорию, почву очистили. А летом уже другой случай. Если вот нефтепродукты попали в водный объект, то это зависит от скорости течения. Особенно на горных реках, где работают золотодобытчики,
это горные реки. Если прорывают отстойники, дамбы, гидротехнические сооружения, то вот эта вся грязь попадает в водный ручей, а там скорость, сами представляете, какая, да, и это все выносится на крупнейшие реки. Поэтому что зима, что лето, здесь отличия очень серьезные. А когда вот это была известная история с Алроса, с хвостохранилищем, тоже здесь эти пробы делались, да? Нет, нам очень помогло то, что у нас такие же аккредитованные лаборатории в городе Мирный и город Нюрба. Поэтому на месте, вот как только произошла эта ситуация, в первый же день у нас лаборатории вместе с инспекторами выезжали несколько раз в день на отбор проб, работали в круглосуточном режиме, потому что пробы, которые отбирались там в 9, в 10 вечера, они к 7 утра у нас уже были результаты, потому что нужна была оперативная информация. И вот этот круглосуточный мониторинг, как раз вот он позволил, во-первых, отслеживать передвижение вот этой основной массы загрязняющих веществ. Мы работали на опережение. Саханин Миланович извещал руководство муниципальных образований, в какой момент надо приостановить водопользование, да, перестать использовать воду вот из водного объекта. То есть вот то, что у нас такая разветвленная сеть, у нас есть лаборатории еще в Ленске и в Алдане, наши лаборатории, они в промышленных центрах работают. Это оперативный мониторинг, иначе не получается. Это как бы филиалы, да, ваши? Да, унифицированное оборудование у нас в 5 районах республики. 5 это в каких? Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, Алданский и вот город Якутск. Но при этом Нюрбинская лаборатория, она работает на все районы Алмазной провинции, то есть это и Нюрба, и Сунтары, и Вилюйск, Верхневилюйск. Ирина, сейчас проходим отдел радиационного контроля. Это закрытое помещение. Проходят специалисты только с допуском. Коллеги, проходим. Наше министерство является одним из открытых министерств, и все происшествия предохранного характера мы не скрываем, мы публикуем. Происшествия все локального значения, то есть на месте что-то разлили, что-то срубили, либо там браконьера поймали, да? Поэтому кажется фонд, что очень много предохранных нарушений. На самом деле, если брать соотношение тем нарушениям, которые 10 лет назад, 5 лет назад, в настоящее время, конечно, идет уменьшение. Люди стали ответственные, и ответственность очень жесткая в отношении предохранных нарушителей. И кажется, что из-за того, что очень много публикаций, кажется, что очень много нарушений. На самом деле уровень антропогенного хозяйственного воздействия на окружающую среду в Республике Саха-Якутия он очень низок. На реках прямых производств у нас нету, которые бы сливали стоки, кроме жилищного коммунального хозяйства. Вот. Но при этом надо отмечать, что большая степень воздействия при ведении горной деятельности, горного производства. Здесь идет очень большие площади вскрыши, водоснабжение, это и оборотное водоснабжение, и стоки вследствие водоснабжения, выбросы в атмосферу. В этой части, в горной части, конечно, антропогенное воздействие присутствует. Чтобы все-таки стабилизировать ситуацию, законодательство ввело такое понятие, как платеж за негативное воздействие на окружающую среду. Это обязательный платеж, и хозяйствующий субъект, который работает с природными средами, он обязан ежеквартально оплачивать нанесенный ущерб. Ну вот Ленские столбы у нас наследие ЮНЕСКО, а в декабре 2020 года стало известно, что власти Якутии планируют подать заявку в комитет ЮНЕСКо на присуждение национальному парку Кыталык статуса объекта международного наследия. Вот вы об этом рассказали на 10-м международном форуме «Арктика». Вот на каком этапе сейчас? Республика проводит очень серьезную работу, чтобы наше природное наследие было включено в состав всего мирового наследия. Первая работа – это, конечно, национальный парк Ленские столбы. Второй объект, который мы номинировали, и лично я принимал участие, это объект Синские столбы. Мы номинировали в Германии, в городе Бонн. Порядка 140 государств принимали участие, и решением 140 участников, именно членов комитета ЮНЕСКО, было единогласно
принято решение о включении Сфинских столбов в список всемирного наследия. Это удается не всем субъектам, не всем государствам. Надо убедить экспертное сообщество, международное экспертное сообщество об уникальности природного объекта. Со стороны Республики Саха-Якутия работает тоже очень компетентная специальная комиссия, комиссия по делам ЮНЕСКО, которая возглавляется на уровне главы Республики Саха-Якутия. Сюда входят все наши ведущие ученые, эксперты, и вот они помогают в подготовке материалов. Третий объект, который вы упомянули, Ирина, это, конечно, национальный парк Каталык. Каталык, он уникален тем, что здесь у нас гнездится более 90% популяции белого стерха. Каталык – это краснокнижный вид. И по природным критериям он тоже подпадает, чтобы быть номинированным в комитете ЮНЕСКО. Эту работу мы начали. Да, вы вообще придерживаетесь традиции национальной? Традиции национальные придерживаюсь, соблюдаю. Это у меня заложено в крови. Я воспитывался у дедушки Афанасия Матвея Дмитриевича в селе Кутана Сунтарского района. Вот, он тоже был большим алгощитом, и как раз он обучил всем нашим традициям. А вот считается, что якутские мужчины все охотники. Дедушка тоже охотился. Матвей Дмитриевич был профессиональным охотником в свое время. В Якутии очень сильные традиции охотничьего хозяйства. Они заложены даже не десятки лет, а столетия, потому что быт жизни якутян как раз способствовал, чтобы люди добывали себе еду только промыслом. Этот промысел, он тяжелый промысел, охотничий промысел. Поэтому в наших генах это сидит. До назначения министром экологии, природопользования и лесного хозяйства я немножко увлекался охотой. Ходил, как все мужчины, на весеннюю, осеннюю утку. А с приходом на надзорную должность, это было почти 7 лет назад, я сдал все свои оружия и сейчас охотой уже не увлекаюсь. Потому что у меня надзорные полномочия, я обязан контролировать соблюдение правил охоты. Но рыбачить люблю. У меня в руках спиннинг. Каждое лето по командировкам беру спиннинг и рыбачу с удовольствием. Вот про дедушку вы заговорили, а я еще знаю, что ваш отец известный журналист. То есть вы, если бы пошли по его стопам, вполне могли бы сейчас быть моим коллегой. К сожалению, по стопам журналиста я не пошел, но люблю фотографировать хорошие виды, виды природы. И у меня тоже очень много фотографий, очень большой архив. А детство, получается, вы в деревне провели? В деревне, в Верхневилюйском Улусе, в Сунтарском Улусе. Потом мы переехали в Усть-Алданский район, жили в селе Барагонцы, и оттуда уже переехали в город Якутск. Поэтому я себя считаю сельчанином. Традиционный сенокос, ходить по дрова, полет – это в крови. Поэтому сельский быт для меня очень близок. А что-то вы еще читаете в последнее время? Что еще читаете? В последнее время стараюсь читать исторические книги. По новой штудирую историю России, средних веков. Возвращаюсь в ту пору, которую мы проходили во время школы. Возможно, это смешно, почему я вернулся в историю средних веков, а также в историю современной России. Оказывается, корни всего происходящего в современном мире были заложены еще в средние века. Это раздел мира, крестовые войны, а также зарождение новых государств, новых концессий, новых политических устоев. И очень интересно вернуться обратно в нашу историю и перечитать. История России, она многогранна, она уникальная история. Такого государства нет, я считаю. Судьба России, она же была непростой. И в конечном итоге пришли к тому государству, которое дает возможность и развиваться региону.
Главная задача – это сохранить нашу родную природу, и должны быть вовлечены все. Есть замечательная акция «Природа и мы». Цель – вовлечь все слои общества, и производственников, и недропользователей, и наших малышей, и школьников, и ученых, чтобы каждый принял участие и почувствовал свою вовлеченность. Так все-таки человек царь природы или часть природы? Человек – это часть природы, я в этом убежден, работая профессиональным экологом. И как часть природы человек должен бережно относиться к своей окружающей среде. И что вы лично как человек, а не как эколог, не как министр делаете? Я делаю очень простые вещи. Каждый год весной и осенью сажаю деревья, притом очень больших количествах. Это видят мои знакомые, коллеги. Ну и зимой подкармливаю птиц. У меня 2 кормушки. Спасибо большое, Сахар Миланович, за этот насыщенный день. Спасибо большое за то, что поработали с нами, увидели, как работают экологи республики, за то, что творческая группа ваша приехала с нами на отдаленную особо охраняемую природную территорию и увидела быт инспекторов. Спасибо большое. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. До встречи в эфире.